В январе текущего года Кыргызстан занял последнее место по сельхозпроизводству среди стран-участниц ЕАЭС. Однако относительно прошлого года рост все-таки был. «Кактус Медиа» узнал у экспертов, как Кыргызстану увеличить производство сельхозпродукции. Не стоит делать резких выводов. В целом, эта динамика, она такая, нормальная, то есть в плане того, потому что это только начало нашего года. Несмотря на то, что 1,8% показывает по отношению к нашим соседям, но в целом, если посмотреть по сравнению с 2023 годом, у нас динамика роста составляет 6,3%. При этом Кыргызстан показывает самую высокую динамику по производству куриных яиц среди стран-участниц ЕАЭС. Однако до сих пор имеются проблемы. Не до конца решена проблема с контрабандой муки. Были проблемы и с выдачей льготных кредитов фермерам на покупку семян вовремя, то есть до начала посева. Мы этот вопрос поднимали и на встрече с премьер-министром Садулбеком Алишевичем. Сегодня, можно сказать, этот вопрос решился. Более того, надо отметить, что со стороны Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности запущены новые линии поддержки именно фермеров и перерабатывающих предприятиях. В ближайшее время в Кыргызстане намерены снизить зависимость по импорту таких социально значимых товаров, как зерно и растительное масло. Рост производства других товаров, входящих в продовольственную корзину, стабильный. Сегодня выделяются средства, финансовые средства поддержки, льготные кредитования в целях именно наращивания нашего потенциала. Помимо выделения финансов для повышения показателей производства сельхозпродукции, власти хотят объединить земли через вступление фермеров в кооперативы, а также применять новые технологии для экономии ресурсов. Есть новые цифровые решения, которые облегчат труд, который сделает экономию и даст более высокий урожай на сельском хозяйстве. По словам министра, в сельхозпроизводстве могут активнее использоваться дроны для определения качества почвы и продукции. Однако, насколько положительно внедрение новых технологий скажется на объемах сельхозпроизводства в будущем, пока говорить трудно.